Это обзор чрезвычайных происшествий в студии Александр Хавренко. Влюбленная парочка из Якутска подозревается в краже из магазина косметики и парфюмерии. Охранник магазина, проверяя камеры видеонаблюдения, заметил, что в магазине произошла кража. Мужчину и женщину, на которых пало подозрение, задержали при выходе из магазина. Приехавший на вызов наряд полиции обнаружил у женщины в кармане флакон с туалетной водой Hugo Boss стоимостью 3000 рублей. Женщина пояснила, что туалетную воду украла, чтобы подарить своему спутнику, 32-летнему мужчине, ранее судимому за разбой. На преступную пару заведено уголовное дело по статье «Кража». Административное дело возбуждено в Зырянке против несдержанного местного жителя. В январе мужчина оскорблял и нецензурно выражался в отношении несовершеннолетнего. А позже жертвой сквернослова стала женщина. Но разговорных оскорблений мужчине показалось мало, и впоследствии он отправил ей СМС-сообщение с оскорблениями. Женщина обратилась в правоохранительные органы. На мужчину завели административное дело, и суд назначил ему наказание – штраф в 3000 рублей. Следком возбудил уголовное дело в отношении 34-летнего жителя села Барагонцы по обвинению в оскорблении представителя власти. Вечером 28 февраля 2020 года мужчина находился в салоне автомобиля Toyota Allion и выражал свое недовольство по поводу перекрытия улицы. Снял момент ограничения движения на свой сотовый телефон. При этом он высказывал оскорбления и нецензурные слова в адрес инспекторов ДПС. В последующем видео мужчина разослал через мобильное приложение WhatsApp. Через какое-то время видеоролик дошел и до сотрудников правоохранительных органов. Личность мужчины была установлена в течение непродолжительного времени сотрудниками ГИБДД. В настоящее время расследование продолжается. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. За совершенное преступление мужчине грозит штраф в размере до 40 000 рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года. В Меган-Канглавском районе 48-летний мужчина признан виновным в незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. В июле 2019 года подсудимый привез из Якутска в Меган-Канглавский район 2 свертка с рассыпным природным шлиховым золотом. Всего в свертках было почти 3,5 килограмма золота и более 350 граммов серебра. В ходе перевозки мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Во время допроса мужчина признался, что знал о том, что совершает преступление и незаконно провозит драгоценные металлы. На суде он признал вину в полном объеме. Суд вынес мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. А также ему предстоит заплатить штраф в размере 100 000 рублей. Драгоценные металлы изъяты и переданы в доход государства. В Якутске будут судить мужчину за повторное управление автомобилем в пьяном виде. Обвиняемый в 2017-2018 годах был дважды привлечен к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и был лишен водительских прав. 10 августа 2019 года, опять же находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый разъезжал по улицам Якутска на электробайке и был замечен инспекторами ГИБДД. Несмотря на все внешние признаки опьянения, от медицинского свидетельствования обвиняемый отказался. Дело передано в суд. Сотрудники алданской полиции обнаружили более 100 бутылок контрафактной водки в гараже 61-летнего жителя Тамота. По словам хозяина гаража, спиртное он приобрел на стоянке на выезде из города для личного пользования и перевез для хранения в личный гараж. В отношении собственника контрафактного алкоголя составлен административный протокол. Его ждет наказание в виде штрафа от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции. В дежурную часть 2-го отдела столичной полиции обратилась женщина с заявлением о краже норковой шубы стоимостью 180 000 рублей. Сотрудники уголовного розыска установили, что к совершению хищения причастна 19-летняя девушка. При обыске по месту жительства подозреваемой похищенная шуба была обнаружена и изъята. Потерпевшая оставила свою шубу в гардеробе развлекательного заведения, где отдыхала в тот вечер с друзьями. Подозреваемая тоже отдала свою шубу в гардероб, однако потеряла бирку. Поэтому ей разрешили пройти к вешалкам, и она забрала чужую верхнюю одежду. Дома она обнаружила, что по ошибке взяла чужую шубу, но поняв, что она лучше и новее, решила оставить ее себе. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В Якутске возбуждено уголовное дело за мошенничество с кредитами в отношении 22-летней девушки и 19-летнего молодого человека. Их знакомая была неприятно удивлена тем, что оказалась должна 15 000 рублей организации микрозаймов. Женщина никогда не обращалась за займами в эту организацию, зато обратилась в полицию. Оперативники установили, что подозреваемые воспользовались ее паспортом и оформили заявку на кредит через интернет, указав в заявке свой банковский счет. Теперь им может грозить до 4 лет лишения свободы. На этом наш выпуск пошел к концу. О чрезвычайных происшествиях в мире, стране и республике мы расскажем в следующих выпусках новостей.